Каждый труд Владимира Цвинария, каждая его статья до сих пор вызывают живой интерес аудитории и нередко порождают острые дискуссии. Всего он их написал более 60. Самую первую книгу Владимир Цвинарий опубликовал в 70-м и посвятил ее творчеству Баграта Шинкуба. Позже вышли в свет еще множество работ, которые неоднозначно воспринимались из-за неожиданно прямой и неприкрашенной оценки. Сегодня, именно в этот день, исполняется 80 лет со дня рождения, я не побоюсь этого слова, основоположника абхазской профессиональной литературной критики, замечательного литературоведа, доктора филологических наук, настоящего ученого и поэта, и барда Владимира Цвинария. Феномен Цвинария во многом заключался в том, что он был самоучкой. Даром литературоведения его наградил Бог, считают его коллеги. Укрепил он свое дарование сначала в Сухумском пединституте, а затем в Институте мировой литературы. Труды Владимира Цвинария стали образцом литературной критики. Он не боялся смелых высказываний, невзирая на авторитеты. Его статьи и интервью всегда вызывали большой интерес и горячий отклик. Владимир Иванович Цвинарий действительно был профессионалом своего дела, был большим патриотом своей страны, своего народа. Его тоже можно назвать в какой-то мере, если этот термин применим, шинкубоведом, потому что и тогда, и после он часто обращался к творчеству Баграта Васильевича Шинкуба, то есть не только поэтические произведения, но и проза там, и так далее. Каждому произведению он большому, романам я имею в виду, посвятил большие развернутые статьи с анализа. Владимира Цвинария по праву называют лучшим и с грустью говорят о том, что после его смерти заданный ему уровень абхазского литературоведения не сумели удержать. Мне всегда казалось, что Владимир Цвинарий не оценен по-настоящему, потому что это на самом деле тот человек, который литературную критику, литературоведение поставил на очень высокий уровень в Абхазии, то есть абхазскую литературу. И сегодня, к сожалению, его место, я тоже, может быть, кто-то и обидится на меня, но по-настоящему его место пусто. Как началось это развитие, продолжить после него не смог никто, так, как делал он, принципиально, несмотря ни на что, правдиво, красиво. То есть он имел что сказать и знал, как это сказать. Жизнь Владимира Цвинария была неотрывно связана с родиной. Во всех событиях, происходивших в стране, он принимал самое непосредственное активное участие. Владимир Ливанович был одним из авторов письма 130, в котором еще в 1977 году абхазы ставили вопрос о выходе из состава Грузии. Неприкрашенные рассказы о событиях далекого и не столь отдаленного времени грузинские коллеги Цвинария воспринимали с трудом. Но мало кто позволил себе ответить на его доводы, ведь Владимир Ливанович говорил не только сердцем и умом, но и фактами. Яркий, самобытный, подчас резкий, но объективный и в то же время мягкий, лиричный и добрый. Именно таким был Владимир Цвинарий. А еще он писал стихи и исполнял песни собственного сочинения. Нисфарш Балион Адлиба, Абхазское телевидение.